Пластиковые бутылки, упаковки, пакеты в лучшем случае отправляются на мусоперерабатывающие заводы, в худшем выбрасываются на свалки, улицы и водоемы. Есть более рациональный способ использовать пластиковые отходы. Например, изготавливать из них уличную мебель, тротуарные плитки и бордюры. В качестве основного сырья выступают пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и песок. Сырье сортируют, затем отправляют в камеру. Пластик под воздействием высоких температур перемешивается в однородную массу. Полученная смесь поступает в специальные формы. Мы зимой проводили эксперименты на скользкость, на прочность. Плитка показала себя достаточно хорошо. Проблем с ней никаких не возникло. Даже превзошла мои ожидания, так сказать. Есть один нюанс, что плитку необходимо укладывать через технологический зазор от 2 до 3 мм, потому что пластик имеет расширение температурное, это летом происходит, и иначе из-за этого могут возникнуть проблемы, плитка начинает дыбить. Кстати, это один из, наверное, самых популярных возражений, которые мы постоянно отрабатываем с нашими клиентами. В Якутске сдать пластик, картон, алюминиевые банки и пакеты можно в эко-станцию по адресу Вилюйский тракт, 3-й километр. Также по городу расставлено около 80 пунктов раздельного сбора отходов. Кюней Федотова занимается сортировкой мусора на протяжении 5 лет. Экологические навыки прививает своей дочери. Пример их осознанного потребления распространился уже далеко за пределы дома. Несколько лет тому назад появились вот такие вот пункты рядом с домом. На 203-м, по-моему, 3 таких пункта. И мы сдаем обычно здесь, который находится ближе от нашего дома. Помимо бутылок мы сдаем здесь картон. Еще, доча, покажи крышки. Дочка непосредственно принимает участие в раздельном сборе мусора. И вот так вот мы собираем крышечки, сдаем мы их в библиотеке и батарейки. Доча, покажи батарейки. И также хочу воспользоваться когда-нибудь услугой экотакси. Слышала, что люди пользуются. Услуга экотакси оказалась востребованной среди горожан и жителей близлежащих населенных пунктов. Служба удобна тем, что принимает еще и сложные фракции. Это такие отходы, как пластиковые карты, ручки, фломастеры, блистеры от лекарств и батарейки. К сожалению, такие отходы в Якутске не перерабатывают и не принимают. Поэтому компания направляет их в Москву. Собираем данные – это адрес, объем вторсырья и время, когда удобно будет заказчику принять курьера. Мы приезжаем, поднимаемся прямо до двери, забираем. У нас есть специальные такие сумки, которые 2 сумки Икея, они примерно где-то 40 литров объемом. Набиваем их вторсырьем и вывозим. Услуга наша стоит 390 рублей. Столица республики уверенно шагает в сторону чистого и безотходного будущего. В городе активно проводятся экофестивали, так называемые гаражки, акции, а в образовательных учреждениях все чаще устанавливаются пункты раздельного сбора. Марферина Алексеева, Джулустан Накенти, Владимир Павлов, Якутск.